Selam алейкум, сайғылы достар. Қатық шоу эфирде. Эпіңізді жан жүректен селамлаймыз. Қатық шоусы бұл Қырым татар шоу-бизнесі хақында. Біз бұл шоуда шоу-бизнесінен бері белікте олып кечкен тедбірлеріні, вақияларыны ве кескен мевзуларыны музакере етеміз. Сізлерінен бері Севиля Картакаева. Арсен Бекиров, сайғылы достар. Ве программамызны адет үзіре Қара деңіз мюзик чарты ile башлаймыз. Селям алейкум, наши дорогие зрители и слушатели. Вы находитесь на волне музыкального чарта Хара Денис Мьюзик. Давайте вместе ознакомимся с промежуточными результатами нашей рейтинговой таблицы и посмотрим, кто же на сей раз лидер, а кто аутсайдер в нашей музыкальной гонке. 11-я позиция Айдебас с песней «Етер» – 6 баллов. 10-ю строчку хит-парада занял Тимирджан с треком «О2». Фит Мустафы и Мира Эфизе Касара спустился на 9-ю строчку нашего чарта, а группа Эдди и их Менум Ханым на 8-м месте. 6-е и 7-е строчки нашего чарта делят Арсен Бекиров и Абляз Гирей с равным количеством баллов. Заман Бенд и Абляз Гирей замыкают пятерку лидеров с 52 баллами. Хотя Алиме Ариф новичок нашего чарта, но она уверенно занимает 4-е место со своим треком «Йолла». На 3-м месте Ясмина Аракаева с композицией «Бір Элим де Кемане» – 85 баллов. А теперь самое интересное. 1-ю и 2-ю позиции нашего чарта занимает Эльвира Сетнебиева со своими музыкальными работами «Тур де Ойна» и «Бетмес Севги». Похоже, Эльвира заручилась сильной поддержкой слушателей. Но это не повод сдаваться остальным нашим исполнителям. Поэтому обязательно поддерживайте их своими реакциями и комментариями в нашем телеграм-канале Хара Денис Мьюзик. Открываем наш чарт мощнейшим энергетическим зарядом. Бекир Муртазаев с треком «Балаклава», который взрывает танцпол крымско-татарским драйвом. С первых секунд стремительная аккордеонная мелодия захватывает внимание. Это визитная карточка трека. Акустическая гитара работает плотным драйвовым штрихом, создавая ритмическую подушку. Структура выстроена четко. Куплет-припев, куплет-припев. Продакшн современный и чистый. Яркий микс подчеркивает каждый акустический инструмент и кристальную ясность вокала. Минорный лад восточноевропейской традиции создает ту самую душевную глубину. Но атмосфера остается праздничной и торжественной. Бекир Муртазаев доказывает, когда народная музыка встречается с современным саунд-продакшеном, рождается магия. Бабаның тамырлары, эделерінің балалығы, битамның көз яштары, Уркустанның дақларына, Уппукон янында, Чоргүндері ялысында, Дорды эджаклармында. Балаклава қанымызы, балаклава бамбашқа, Будиярын евлятлары, Эндульберді дүнияда. Балаклава қанымызы, балаклава бамбашқа, Көкте бұлыт арасында, эджатлар бізге бата. Зегелері, денізінің далғалары, Байдарның мәшһүр yolları, insanның хаялары. Біздің ватанымыз Жоргун бері янында, Дүнияның мен дүлбері, Дорды эджаклармында. Балаклава қанымызды, балаклава бамбашқа, Будиярын евлятлары, Эндульберді дүнияда. Балаклава қанымызды, балаклава бамбашқа, Көкте бұлыт арасында, эджаклар бізге бата.
baklava bambaşka Көкте bulut arasında Ecatlar bizge baka Момент предстает перед слушателями в совершенно новом образе. Романтическая сальса. Да-да, вы не ослышались. Средний темп, латиноамериканские ритмы и невероятно чувственная атмосфера. С первых тактов вас окутывает теплое звучание саксофона, который ведет мелодическую линию с бархатной мягкостью. А затем вступает труба с ярким, страстным соло. Именно эти духовые инструменты и создают ту самую классическую сальса-магию. Момент Хархарас Биринджи Севги доказывает, любовь не знает музыкальных границ. И крымско-татарская душа отлично звучит под ритмы сальсы. Ayana kokte, onun alevinde yıldızlar buzlay. Ay gibi yürek, sevgi ateşinde daima sızlay. Ah bu dünya ne oldu sana, yüreğim ağlay. Hem inanmay, yalancı dünya ne için ateş yanar ve onun alevinde duygular duman olar. Следующий наш участник Адилия Апсаитова. Это высокооктановый синтез орнаментов и долька современного синтепопа, который врывается в уши на скорости 124 BPM железобетонным четырехдольным битом. Слышу ут, который затем подхватывает глубокая пульсирующая электронная басовая линия, создавая невероятный контраст традиции и современности. Продакшн безупречен, четкая перкуссия, мерцающие синтепеды, чистый сбалансированный микс с деликатным ревербом на вокале. Но главная фишка – это лингвистическая смелость. Адилия микширует крымско-татарский и английский языки, создавая универсальное послание о самостоятельности и внутренней силе. I'm here for me, I'll stand alone. Это манифест независимости, который звучит одинаково мощно на любом языке. Senin içinde birden az var Derin sanarsız Her bir dalgası Senin akasın O sesin adınla Serbestliğini seç Ellerde buna yok deme Başka yolun karışır Başka ayakta durmak zor olur Kim ne dese desin Bu hikayesinin eseri I'm here for me, I'll stand alone. No more doubts, my heart is home. I'm here for me, I'll stand alone. No more doubts, my heart is home. Продолжаем. Эльнара Усманова с композицией «Не заман». Песня о разлуке, которая трогает до глубины души. Средний темп в 95 ударов в минуту создает идеальное пространство для проживания каждой эмоции. Женский голос Эльнары чистый, эмоциональный, украшенный мелизматическими орнаментами. Текст рассказывает о томительном ожидании встречи с любимым человеком, который живет на краю света. Не заман, когда же? Этот вопрос звучит в каждой строчке, в каждой ноте. Aylar yıllar geçer Hala da yok yanımda Sensiz hayatım Esirlik gibi olar Benim yüreğim tezce Kavuşmak ister Ne zaman Elini tutarım yanına varım Sevgin gözlerge bakarım Gel olup esip gel Uzakta benim sevgim Dünyanın çetinde yaşay Kalbi pek sızlay Встречайте, Анифе Курош с треком «Аумур Бу Байрам». Это взрыв позитива и праздничной энергии. 128 ударов в минуту. Мощный четырехдольный бит. Этот трек создан, чтобы заставить вас танцевать. Но главная фишка – это характерные духовые ударные вставки в стиле балканской музыки, которые
врываются в аранжировку, создавая атмосферу народного празднества. Все построено в мажорной тональности, чистая радость и свет. Вокал Анифе мощный, праздничный и украшенный традиционными мелизматическими орнаментами с широким динамическим диапазоном. Текст песни – это манифест счастья. Байрам гонулюрде, байрам юреклерде. Праздник в душах, праздник в сердцах. Анифе воспевает родной Крым, семейный уют и радость в каждом дне. Evlerimiz misafir dolsun, bereketli sofralar olsun. Arzum büyük, yırlasın halkım, arzum oynasın Kırım. Bayram gönüllerde, bayram yüreklerde, olsun bak elinde ömür hediye. Bayram gönüllerde, sevgi yüreklerde, her bir tebessümde, her konumuzda. Бүгін біз яны салонда қатық программасына шығарамыз. Фидан банкет салонына тешекілер білдіреміз ве башлаймыз. Камералар hazır. Севиляда яны кияфет. Біз башлаймыз. Арсен, біз енді айтып кечтік, олып кечкен тедбірлер, вақиалар деп, ве олардан бірі кечкен сененің сонында олып кечкен тантаналы Қырымда яша 8 шоусы. Балабан концерт. Мен андайдым, йырладым, бақтым, пек бегендім эбет. Новая команда, новый уровень юмора. Bilirsiniz mi anavu olmayacaklarının ağzına bana böyle ağaç kırsın. Курт Неби вот такой снимает, вот так снимает. Адамлар бала yapkanda олар колышкалар çergeleydi. Анда toylarda olmayacak türkülerini yırlaylar. Bizde pizdegir, bizde pizdegir, bizde pizde. С новым составом было очень весело, превзошли все мои ожидания. Это просто вау! Концерт, который удивит каждого. Herkes karşı olsa da gene işaret yüreğimdedir. Gel beraber oynayalım makarna, sen makarna. Кайнанусик, мен блогер вообще-то. Менде маникюр, педикюр, кератин. Вакытым yok. Я смеялась весь вечер. İşte konuşmak için çünkü anda yanı komanda edi, bambaşka programma edi ve müzakere etmek için, konuşmak için biz rezidentlerini davet ettik. Gel karşılayık. Ayşe Mustafaeva, saygılı dostlar, en kiçkeni rezident. En küçük. Sen Ayşe 18 yaşını doldurgandırsın endi. Мен енді 22 yaşındayım. Kartı oldum Sevilla Hanım. Kimsege aytma. Nasıl vakit tez geçiyor Ayşe? Tez geçti, doğru tez geçti. Ve da bir Buyur. yaş rezident, biraz senden büyükçe galiba. Alim Azıcık. Ablayev, saygılı dostlar. Alim Ablayev. Наколесіңіз, Алим аға дайыма. Всем қатық принес. Emde bizim- Дегіл, мына қатық кетірді сағыз. Bakın, rezident olmak, Kırım'da yaşanın rezident olmak. Biz geçtik bu şeyden de, aslında siz için bu nasıl? Heyecanlı айтмақ мүмкін, çünkü анда gerçekten de балабан bir iş bizim omuzlarına düştü. Ve bilmeyim nasıl айтмақ, eminim ve umut etem ki bizim seyircilerimiz kuvandırdı. Şakalar nasıl uyduruldu? Veriverlikte. Evet.
береберликте біз топландық. Бізде асыл да мираклы бір тарих мүмкін айтмаға, чүнки біз бүтінлей театрымызде чалышамыз. Onun için bizde meraklы bir bakış. Anda asıl da meraklы bir format edi. Çünkü biz dünyaca belli hitlerini Kırımtar tiline tercüme ettik ve bizim artistlerimiz onlarını men bilesem pek yaxşı icra ettiler ve bu işte bizge Selime Esmedlayeva kol tuttu, yardım etti. Kendiniz alkışlayık Selime Hanım. Çoktan çok sağ olunuz. Pek balaban bir iş becerdi. Aslında bu sizin tecrübenizde birinci böyle şakalı şoу. Nasıl kıyınlıklarla siz rast geldiniz? Şakalarını uydurmak. En ağırı bu şakalarını uydurmak. Çünkü Öz arasında sen oturasın kulesin, sana konuşuluyor. Son sanaga çıkarsın, şakalarını aytasın ve adamlar şey, öyle. Biz anlamadık. Böyle aslında gözetesiniz mi? Ne hakkında halkımız şakalarını severler? Toylar hakkında. Toylar hakkında çünkü kuruculuk hakkında bu menimce böyle ebedi bir mevzular bizim halkımız için. Ama bir ateşli şişikler hakkında biz şaka ettik. Onlarını da halkımız pek seviyor. 18 plus. 18 pek seviyorlar. Razım. Alim. Alim. Şimdi. Değişiyor Alim. Балар! Anam. Elvira aytты sıçan Hıdıra ekensiz. Mına Барсик'ni getirdim. Mına böyle. Onun için балаларға көрсетмейміз. Çünkü son psихика bozulur. Срочно уберите детей от телевизора. Başkaları hakkında da aytmak isteyeyim. Sizin komandanızda da Elvira Ametova ve Limara Celilova. Onlar hakkında da aytmak istedim. Onlar şimdi repetitsiyada. Teatr. Onlardan balaban selam aleyküm herkese. Her bir komandada ola vajak. Sizde kim vajak? Bir kimse, men bilesem. Demokratiya. Demokratiya. Bak Alim, biz senin böyle yerlerle almıştık, deniştik. Men evvelleri kız olarak yeken edim, sen ise bu seni oğlan olarak yekenesin. Özünü nasıl duydun bu çiçekler arasında? Öyle kızlar arasında pek yaxşı, nasıl diyeyim, her vakit kahve hazır. Aha, iyi. Tatlılıklar da var. Tatlılıklar, iyi. Aslında Alimaga pek balaban iş becerdi. Çünkü o her bir minyatürada iştirak etti. Pek çok hikaye maşallah. Ezberlemeye ağırıldı. Aslında bu böyle bir şov anda hem improvizasyon olmak gerek, ana dilimizni güzel laf etmek gerek ve comedy show anda böyle alsak profesyonel aktörler iştirak etmeydi. Ama siz hepiniz profesyonel aktörler böyle hissettilmedi mi ki sanki seyirciler tiyatroya geldiler? Men bilesem oldu. Aslında men bilesem de bu duyulaydı. Ama bu nasıl aytalar nedostatek değil, преимущество. Çünkü biz başka bir adamlarımız. Bizde tiyatroda azıcık başkaca oynayırlar, icra ederler. Birinciden görünüyordu. Seyirciler öyle присматриваться, nasıl Tatarca olacak? Присматриваться. Göz ettiler. Son alıştılar. Ve güzel keyifle baktılar. Ben umut ediyorum. Niçin şovunun adı Bıçak Ucunda? Çünkü onun formatı men bilesem böyle acı. Yok. Na grani. Azıcık 18 plus edi. Çok insanlar aytılar bana na grani. Oy kızlar, dünyemin öyle de elva aşap doydum. Bugün gece ayak yoldan çıkmadım. Nasıl adam öyle de elva açtı. Во-первых, хочу сказать, что делать комедию в наше время не очень-то и легко, и вы настоящий герой. Это во-первых. Во-вторых, вам пришлось работать, как бы заменяя новое шоу «Беробер». Не было ли на вас грузом и не было ли на вас большой ответственности, как это вы прошли? И второй вопрос, более проще. Где у нее тумблер?
Что? Тумблер. Тумблер? Где она выключается и переключается... Она никогда не выключается. Не Нет, забыли выключается. тумблер ставить, агам. Вот в чем проблема. Мүмкін ол мен рус тілінде айтайын, ерке санласын. Мы совершенно другие люди. Думаю, по нам это очень видно. У нас совершенно другой взгляд, другие возможности. И, как мне кажется, совершенно другое шоу. И мы просто постарались привнести свой взгляд на это. У нас, опять-таки, была другая программа, другие темы. Мы вдохновлялись только своими идеями, нигде не брали. Все из жизни было. Пусть такого будет больше. Ну, ответом на это в любом случае всегда будет ваш продукт, который вы приготовили. Судя по всему, он состоялся удачным. Лежала ли на нас ответственность? Ну, конечно, лежала. На организаторах больше, естественно, что они рисковали, когда они нас брали. А на нас была ответственность, как бы, прежде всего, перед самими собой, наверное, не облажаться. Маленькую черту можно я подведу? Это потому, что актеры были на сцене, ну, зрители были. Это было просто другое шоу, вот честно. Понятно. Оно просто другое. Есть такое и есть такое. Это мы все в этом во всем выигрыше оказались. Да. Во-первых, оно было построено немножко по-другому в плане музыкальной составляющей, что это были всемирно известные песни, как они звучали с нашими артистами. Юмор у ребят проработанный до таких мелочей вообще. Я вот даже по таймингу иногда засекал, что когда зритель отвечал им взаимностью, да, номер выходил на 7-8 минут длиннее. Серьезно. Ну, серьезно. Ну, есть такое. И я был на всех Храндаяша, да, могу сказать, вот со стороны, как артист, это было просто качественно другое вот мероприятие. Aslında bu sene Kırım'da yaşa 8 takımının azası mende oldum ve öz tarafımdan da birkaç söz aytmağa istedim. Bu şov gerçekten de bu sene bambaşka oldu müzikal tarafından ve Gülizar Bunin galiba uğraşkan edi artistlerini saylama meselesinde ve bizim en parlak, en güzel artistlerimiz bu sene Kırım'da Yaşa 8'de iştirak ettiler. Olarga her birine güzel çıkışlar hazırlandı bizim takımımız tarafından ve ayrıca özüm adımdan bu insanlarga teşekkür bildirmege isterim. Çünkü sanaga çıkıp da duygularını tam barıp yerine yetkizmek için büyük bir istidat gerek ve bizim artistlerimiz gerçekten de bunu da bir kere tasdikladılar. Şunun için onlara büyük teşekkürler. Kırım'da Yaşa 8 şousunun rezidentleri Alim Ablayev, Ayşe Mustafayeva çok sağ olun. Sizge muvaffakiyetler dileyimiz ve ozgaramız. Kırım'da yaşa, yaşa, yaşa. Arsen, sen de yırcısın, sen de artistsin. Yırcılar arasında konkurensiya bugün büyük mü? Benimcesine büyük oldu. Yani artistlerinin, yırcılarının sayısı arta, yana artistler epeyde ola. Lakin şimdi bizim yanımızda olacak artistler endi bayağı bizim show biznesimizde. Men olarını pek sevem, pek hürmet etem. Olarını sen konkurent olarak sayasın mı? Yok. Birinciden onlar benim dostlarım. Benim de dostlarım. Gel olarını çağırayıq. İşte estradamızın belli yırcıları Marlen Sittarov, saygılı dostlar ve Riana Tarkova. Geliniz alkışlarla karşılayıp. Selam aleyküm. Очень rada вас видеть. Şimdi hatık olacak. Şimdi hatık olacak. Hatıkla sizni sıylayacağımız. Bu işte bizge Alim yardım etti ve Alim meraklı onların adlarını uydura. Alim Ablayev, saygılı dostlar. Alim Ablayev. Ну, давай с тебя и начнем. Alim Ablayev. Риана у нас уже второй раз на Хатыхе, да?
Ничего себе. И сегодня у тебя акустический ХТГ в честь твоего нового альбома. Сау. Достар, подписывайтесь на канал Рианы и послушайте ее новый альбом акустический. Но он не такой кислый. Гадость, да? Не такой кислый, Оказывается. как Тохатых. Марлен Ага, вы знаете, с каких пор я вас помню, Марлен Ага? К нам в гимназию номер 11 довольно часто, почти каждую пятницу приезжал Таврический благовест. Скажите, что это камерный хор Крымской государственной филармонии. Это камерный хор Крымской государственной филармонии. Таврический Вот, и там благовест. пел Марлен Ага. Я его видел всегда и думал, о, ничего себе, это же наша большая звезда. И Он умеет все. да, в эту честь Благовещенский хатых. Марлен Ага, Буйруну. Сау, я обязательно Сау. это шефу передал. Давай. Кстати, Алим сказал, что давно помнит Марлена, и я не знаю уже даже со счета сбила, сколько я знаю Марлена, но Марлен не меняется. В чем секрет? Почему всегда такой стройный, всегда такой молодой и стильный? С чем это связано? Наверное, связано это с тем, что меня окружают хорошие люди. Это, наверное, самое главное преимущество, когда тебе говорят, ну вот как вот ты сегодня, как я выгляжу сегодня нормально, вот сейчас мне на сцену выходить, и ты хочешь услышать вроде бы хорошее, ну с какой-нибудь поправочкой, что вот здесь надо чуть-чуть что-то поменять, а вот здесь, то есть это, естественно, друзья, ну родные, близкие, друзья, и поэтому благодаря им я стараюсь выглядеть Ты хорошо. постоянно красивый, ты раздражаешь меня просто. Заметила такую вещь, если человек сохраняет себя в одном и том же весе всю жизнь, он хорошо выглядит, как Брэд Питт и как Марлен Ситаров. Вот смотрите, кто кого давно знает. Я тут для Марлена кое-какие эти самые подарочки приготовил. О, класс! Так, 25 ну-ка. лет назад, смотрите. Кстати, Марлена здесь можно узнать, но Что происходит? Арсен прям сильно изменился. Там один Марлен, один я. А что происходит здесь? Почему со шваброй? Мы учились в музыкальном училище, это времена музыкального училища. Вы там подрабатывали? Это мой агашка Нет, был. не Я пришел, а подрабатывали. он уже старшак. Он надо мной взял Мы там занимали, то есть студенты в определенное время, каждому приходила своя очередь, когда мы должны были дежурить в столовой. В столовой. Вот И он так делал. Так, Арсен со мной. Все, здесь. Все Да, рядом. да, Он уже да. старше. Это было. Риан, тебя тоже очень рад видеть. Риана всегда красотка. Она просто красотка. Я всегда. хотела уже обидеться, уйти, что Нет, типа подожди, я меняешь. ждала момент, чтобы сказать. Риана не только всегда красотка, но она мега энергичная, особенно на сцене. Я когда вижу Риану, все, я сразу просыпаюсь и хочу жить, понимаешь? И это на самом деле очень А круто. ты помнишь нашу подводку к ее номеру один раз? Кого бы мы отправили на Евровидение от крымских татар? В первую очередь. Мы сразу вспомнили про Сразу, Риану конечно, про Таркову. тебя подумали. Так что... Это человек трудоголик. Достойно на самом деле. Сау. Я хочу спросить, Марлен, почему ты такой хороший? Вот мы часто говорим об взяли, этом. что я хороший? Может, я Вот где-то прям, плохой? Вот у кого не спроси, все любят Марлена, и всех любит Марлен. Это реально ты такой? Либо это какая-то маска? С чем это? Нет, совсем не маска. Я практически со всеми нашими просто такой хороший. артистами нахожусь всегда в таком... Почему так мало песен в последнее время? Потому что скоро будет их много. Конечно, понимаете, штамповать одну и ту же песню, то есть песни каждый раз, чтобы выходила новая, то есть у нас сейчас как, вы помните, мы как-то в каких-то моментах, дискуссиях говорили о том, что сейчас выпускать не то, что модно, а синглы проще всего, чем выпускать целый альбом. Но сейчас есть такая тенденция, когда можно выпускать альбомы либо из 6 треков произведений или там из 12 треков. Вот, я хочу то есть чуть-чуть, так сказать, ты копишь, порадовать не копишь только песни, себя. получается? Коплю, наверное, да. А вот по поводу Рианы, я знаю, что да, у нее акустический альбом. Да. Новый. Вот. Назик Она альбомами называется. уже... Назик. Почему Назик?
Потому что все песни нежные, все наполнены любовью к жизни, к людям. И входит 6 песен. Да. Это новые абсолютно песни? Абсолютно новые, кроме одной. Одна песня – это песня «Анамнын козлері» в акустической версии. Гитара, скрипка. Где послушать альбом? Так получилось, что я пообещала своим подписчикам в декабре опубликовать альбом, но я не успевала. Поэтому в своем телеграм-канале я опубликовала раньше. А сейчас, вот он 18 января, вышел уже на всех музыкальных площадках. Машаллах. Давай слегка объясним, что такое акустический альбом. Ну, Давай. вот для всех. Объясни, Арсен. Нет, я хочу, чтобы ты... Хорошо. Акустический альбом – это альбом, состоящий из песен, которые сыграны на нескольких музыкальных инструментах. Везде, кроме одной вещи, играет гитара, на которой сыграл мой отец. Это ритм-гитара и электрогитара. И в одной вещи играл Энвер Кайшев фано, электропиано. Также были приглашены для участия в записи такие музыканты, как Алим Куртмеметов, Сиджелил Умеров и Эрнест Халилов. Ну, слушай, 5 музыкантов, это просто можно альбом назвать. В чем акустика? Это в гитаре, получается? Да. Именно в акустической гитаре, да? Да. Но она главную там Да. инструмент. Угу. Ты помнишь, у тебя один период был, когда народные песни? Да. Это было хорошо, вкусно. Но вот смотри, моделируем ситуацию. 70 лет проходит, приходит один дедушка на свадьбу и говорит: «Мем туркум чалыныз». А все музыканты знают, что его песня «Айшем». Они поют песню «Айшем», а он говорит: «Йо, бутырка дейгель». Они говорят: «А почему?» «Марлен ағамыз ерлады, Айшем, сендік сачлар менде олайды». Я думаю, тут столько молодежи сидят, и, наверное, они точно не в курсе, как... То есть уже энное количество времени прошло, потому что когда вот у нас артисты есть, там, Линье Измайлова, Гузель, Эльнар Кокучук. Вот. То есть у нас был такой период, когда мы начинали песни петь, переделывали наши народные песни на современный лад. И это совершенно не нравилось нашим мэтрам, таким как там Рустем Ага Меметов. Он больше всего нас критиковал. И был такой момент, когда они собрали круглый стол. Все метры. И на ковер, да, пригласили? Я честно, все собрались, никто да? ничего не знал вообще. Вот, звонит главный редактор «Голос Крыма». Эльдар Ага звонит, да, и говорит: «Так, Марлен, вот всех артистов собирают, наши мэтры хотят вас видеть». Я говорю: «О, ну все, отлично, все хорошо». Ну, никто ничего не знает вообще, по какому поводу это все происходит. Потому что до этого круглого стола произошло типа событие значимое, то есть пошли фестивали крымско-татарские, и нас срочно попросили сделать песни, именно чтобы они были на крымско-татарском, и пусть, говорит, даже будут народные, но в современном стиле. Все, ну вот почему-то больше всех попалось мне. Мы приходим, все это обсуждается, и тут доходит очередь. Даже статья, я помню, выходила, вроде бы в «Голосе Крыма» вышла статья, круглый стол, и все вот мы сидим. Вот, и до меня доходит очередь. Мына, Марлен, Кадам, сен bu türküne не yaptın? Это Рустем Ага мана айта, Сойле. Я вот так сижу, думаю, что я сделал с песней? Надругался? Да, то есть в его понятии, как будто я ее, извините, изнасиловал. Нет, сен яхшы сойледен, все, типа, нормально, ерладен, ама бо оу, сен кайдан таптын бо оу. Я такой сижу, я говорю: Рустем Ага, слушайте, говорю, мы же сейчас, как бы, да, там, идем со временем, в ногу. Все как-то должны что-то вот нашему, как говорится, слуху, мне вот захотелось вот это сделать. Почему нельзя? Потому что
Например, Сабрия Ханум, она же тоже добавляла аманом, аман. Аман. Да. И, ну, то есть, почему мы себе не можем позволить? Это первое. Второе. То есть мы были новаторами этого дела. Да. Я не знаю, как вы относитесь, как вы все относитесь к этому, но я не буду Рустем Ага, потому что мне это очень нравится. И самое главное, что каждому молодому человеку, да, там, нашей молодежи, я думаю, что они воспринимают это вслух. Это современно, это мелодично, у каждого свой тембр голоса, и я считаю, что это очень хорошо. Кто со мной не согласен, это мое мнение. Это мое мнение. Как вы оцениваете нынешний шоу-бизнес? Слушайте, Вот эти все вот мы уже новшества, новые артисты. Вот мы уже сидим, это уже шоу-бизнес. Ну, не правда? Да. Поаплодируйте. Это уже шоу-бизнес. Мы сидим, обсуждаем, обговариваем темы, говорим о песнях, о которых будет или о которых сейчас есть. Вот я только что вот Риане говорю, что насколько... То есть музыкальная индустрия наша не стоит на месте, и это уже хорошо. Вот как вы думаете, Риана Ханум, по этому поводу? Я сейчас вам скажу. Как я думаю. Во-первых, мы обсуждаем не само понятие шоу-бизнеса здесь, в Крыму, у крымских татар, а наше отношение к нему. Понимаешь? Подумай над этим, а я отвечу. У меня отношение только положительное. Во-первых, я всех артистов люблю как личностей. И всех понимаю как личности. У нас у всех разные музыкальные вкусы. Соответственно, мы не можем любить творчество каждого артиста. То есть, например, мне творчество не всех артистов нравится. А скажи, чье творчество тебе прям не нравится? Не вкатывает. Прям нравится? Да. А потом, которого не нравится. Давай начнем с тех, кто нравится. А что это вы мне так решили наказать? Это провокация, мне кажется. Ну, вот именно. Ладно, ты говоришь, кто нравится, а ты говоришь, кто не нравится. Ну вот точно мне нравится Адилеп Саитова. Нравится творчество. Во-первых, она делает авторский материал. Я буду, наверное, тогда называть тех, кто делает авторский материал. Потому что, перепевать чужие песни – это неинтересно для меня. Так, Адилеп Саитова, Тимирджан. Он мой друг, поэтому сразу нравится. Так, Марлен Ситаров. Он делает классные авторские песни. Про перепевки тоже не буду обсуждать. Классные песни. Арсен Бекиров. Тоже сижу, уже кипну, уже весь вы такой просто сижу. Здесь сидите. Давайте я сначала назову тех, кого здесь нет. Так, Осман Джемдин, естественно, да? Он мой партнер, и он делает хороший авторский материал тоже. И с пацанами, и сам, и со мной. Так, кого-то вспомню, еще скажу. В общем, мы поняли, те, кто перепевают, тебе не нравятся. Не то, что мне не нравится. Мне нравятся их голоса, но мне не нравится сам подход к выбору репертуара. Почему таким путем идут? Это самый легкий путь, узнаваемость песни. Я думаю, что, знаете, вот просто проще всего послушать чье-то и действительно крутое. Азербайджанских исполнителей, там кого еще? Турецких. Это действительно уровень. И хочется иногда просто перепеть, просто прикоснуться к творчеству этого артиста, сделать свою аранжировку, сделать свою версию на крымско-татарском языке. Это я так думаю, как они размышляют. И, наверное... Это уже проверенный вариант, она уже проверенный качнула, да? вариант, это качнуло, и это зайдет, допустим, он сразу думает, как можно будет послушать в машине и как можно будет выступить на свадьбе с этой песней. Вот. Многие артисты поговаривают, что у нас очень дорогие аранжировки. Сейчас проскочил один такой момент, к чему я хотел вообще сказать, что нам нужно отходить от того, чтобы писать песни для свадеб. Нам нужно начинать писать песни, да, для праздников, для мероприятий. Ну, почему мы все время про свадьбы говорим? Вот почему? Хотелось бы, чтобы эти песни писались, да, там для, например, когда там будут вручать заслуженную артистку Крыма, Республики Крым Риане Тарковой. И раз вот песня звучит. Ну, почему мы все время вот должны, я сам себе этот вопрос задаю, ориентироваться на свадебный вариант? Хотя я уже... На свадьбах не поешь, Марлен, или поешь? Практически нет. Ты не веришь в жизнь после свадьбы? Верю в реинкарнацию, почему? Но
Я вот не говорю, что я противник этого, но мы же не должны на этом уровне оставаться, правильно? Вот на свадьбе, вот чтобы на свадьбе это так звучало, это качало, вот. А почему вот просто вот на радио ты едешь, чтобы, вот, например, акустический альбом Рианы Тарковой, новый, да, вот с Метаце он выходит. Представьте, как это круто звучит в машине. Это уже круто. Поэтому я за то, чтобы песни писались не только для свадеб. Риана, ты любишь на свадьбах петь? Да, почему нет? Конечно, там же свой вайб, своя атмосфера. Тебя люди хотят видеть там, радуются, вместе с тобой танцуют. Просто это привычное дело. Вообще у меня такой, наверное, вопрос часто задаваемый для вас. Вы все-таки очень, скажем так, популярные медийные личности в нашей индустрии. И у меня два вопроса. Во-первых, какими личностями, можно не только наших, но и вообще, в принципе, зарубежных звезд, вы вдохновляетесь, чьим творчеством вы восхищаетесь и, может, даже черпаете для себя что-то интересное? Кто для вас такой, может, кумир? И второй вопрос. Мне кажется, что у каждой медийной личности есть какой-то вот критик. Есть ли у вас какие-то критики и как вы к этому относитесь? Самыми главными кумирами для меня являются это Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Но, к сожалению, их уже нет. Поэтому будем говорить о тех, кто сейчас жив и кто делает новое. Для меня, например, это Бруно Марс. Вот это человек, который полностью соответствует тому, что я хочу видеть и слышать на сцене. Это и то, как он двигается, как он пишет музыку, как он исполняет. И твой критик самый главный? А главный критик — моя мама. Прям... Она даже иногда мне говорит: зачем ты это постишь? Или берет, я ей видео показываю какое-нибудь новое, она такая: ты будешь это постить? Я говорю: не надо этого делать. Почему? Завидовать будут. Мама не такие. Назар. Так, Марлен, твои кумиры? Знаете, ну вот говорят общее понятие: не создаем себе кумиров. Не хотелось бы как бы так говорить или не говорить об этом. Но вот Риана Ханум, да, говорит там Бруно Марс и все такое. Это на самом деле, да, это супер. Это звезды не просто там мировой величины. Это те люди, которые делают офигенную музыку. Для себя, например, я, знаете, вот Джастин Тимберлейк. У меня была возможность посетить эти концерты, и то есть, и ты когда видишь это большое шоу, и просто ты понимаешь, что эти люди не просто так на сегодняшний день и известны всему миру, потому что они делают историю. Мы тут говорили о том, что там какие все классные, без короны. Мне кажется, реально, что Марлен, что Риана — это артисты, у которых нет короны, они очень искренние. Но другая сторона еще. Где эту середину поймать? Вы вот для себя такое определились? Ощущение, что наши крымско-татарские артисты очень легкодоступны для народа. Все-таки всегда артист — это какая-то должна быть легкая недосягаемость, какой-то лоск, какая-то такая дистанция. Но мало у нас таких артистов, которые действительно держат какую-то дистанцию. Вы не из таких. Это тебе только так кажется. Да? Да. Сейчас объясню, почему. Ну-ка. Я тебе объясню, почему. Иногда вот такое складывается мнение обо мне, что я высокомерный человек. Да, просто даже мне моя подружка говорила, когда, говорит, я зашла в зал, ну, мы в КВН играли, и ты прошлась своей походкой, я побоялась вообще к тебе подходить. Так несколько человек мне говорило, что до знакомства с тобой я думала, что ты очень высокомерная. Просто потому, как ты идешь. Артист должен быть недотрагиваем в общем понятии, да, то есть, ну вот представьте, вот приехала Риана Таркова, ну вот я, можно, правду скажу, она либо сейчас могла бы приехать на такси, либо на маршрутке. Ты на чем приехала, Риана? Я на такси. На такси Вот. приехала? Ну, а уеду с Марленом. Я просто сообщение не успел прочитать, потому что когда у нас совместные либо выступления... А ты, как всегда, на своем Роллс-Ройсе, да?
Нет, у меня друзья есть, у которых есть Rolls-Royce. И он сегодня его взял. Да, вот. И я просто не успел прочитать сообщение, не успел ответить, поэтому Алага Шкур приехала. Вот. А если говорить об этом серьезно, ну, слушайте, ну, о какой недосягаемости артистов? Ну, вот мы выступили вчера в Фидане, вот, в большом зале. Так. Тут же мы спустились, ну, что за нами менеджер идет, за нами идет стилист, как вы говорите, там поправьте или что-нибудь. Охранник. Мы сами себе и стилисты, мы сами себе, да все, то есть все. И мы когда приходим, да, там, например, приезжаем в рестораны, и там наши администраторы любимые, селям алейкум, то есть они нас рады видеть. И вот ходят там официанты с подносами или там... Хочу суть правильно раскрыть, чтобы это всем было понятно. То есть ты себя чувствуешь... Тебе некогда думать о том, что ты себя должен чувствовать сейчас звездой. Тут не до этого, тут сейчас возле тебя люля поднесли, понимаешь? А она может упасть. А она, не дай бог, Не до этого, ты... Да, поэтому об этом, мне кажется, говорить Но я еще хочу очень... сказать, что те артисты, которые ведут себя как звезда, они интересней. А кто это? О, Есть у нас такие, которые ведут себя? Ну, я надеюсь, что она не обидится. Мне кажется, чаще всего это именно вот молодые нынешние артисты так себя Молодые, ведут. а кто, к примеру? Не скажу. Потом мне скажешь, да, после Потом эфира? скажу, да. Потому что я таких не Это знаю. поколение другое? Или... Нет, для меня было примером такой, как бы, казавшейся звездности, надеюсь, она не обидится, это Гузель. Высокомерно. Как звезда Как ведет звезда себя. ведет себя, да? Но при этом, при общении с ней ты понимаешь, что это немножко Совершенно такое другой человек. размытое чуть-чуть такое как бы понятие, которое ты себе представил. Вот, немножко другая она. Но мне кажется, Арсен Османов чуть-чуть похоже вот ведет как звезда, но при этом он нормальный человек. Такой у него образ, знаете, и вообще такое поведение, но при этом он приветлив. ну мне понравилось, И что вот всё. Диана сказала, что к таким людям больше с интересом Конечно, относятся. То есть конечно. какой-то уровень вот этого вот у нас все-таки должен, да, присутствовать, Марина? Ну, вот для меня, когда только вот мы начали выходить на наш крымско-татарский шоу-биз, это вот там Линьешка, опять повторюсь, Измайлова, да, там диджей Бибек. Во-первых, вспомните, вот кому нужно быть звездой, мне кажется, это нашему Ролану Салимову, потому что... А он и есть. Он есть, но он себя не ведет как звезда, он себя ведет как настоящий профессиональный артист. А что значит себя вести как звезда? Вот скажи мне, Ну, это как поменяйте ты. мне салфетки Это, знаешь, или это что когда это? выходишь на сцену, а тебе корону надевают. Ну, это они прикололись, одели на меня корону. Я в этом вообще не участвовал. Нет, мне кажется, те люди, которые о себе говорят, что вот они классно делают, что они молодцы, что вот... И они это Ну, видят. да. Нет, И мне потом кажется, нет. Это Еще именно- есть, ну я, допустим, Но это играю. не про все всех. близкие, кто со мной общается, знают, что я не такой, я на камеру играю. Ну всегда же, Сиви. Я любя. Ну прекрати, это всегда Сейчас так. заплачу. Поменяйте мне коты. Ну, во-первых, знаете, когда, вот ты говоришь, что такое, как себя вести как звезда, что это такое? Что туда входит? Первое, второе, третье, райдер, что Райдер, там? да. Райдер, ну да, ну какой Да у не, нас никто райдер не просит. Да, мы же не просим райдер, не говорим принести нам стаканчик Хаве максимум минералки, могут да, нам попросить. хаве принесут, и уже на этом чохсало у нас. Райдер, да, с одного слова, кофе. Кофе. Все, Да. принесите кофе. А говорить о том, что каждый из нас должен себя вести как звезда, ну, я не знаю. Значит, если я себя буду вести себя как звезда, когда, наверное, я поеду в Альберт-Холле, дам концерт с симфоническим оркестром BBC. И когда я выйду, и тогда я себя, может быть, буду преподносить как звезда. Вот объясни мне, это как Но это преподносить будет в себя как звезда? в первую очередь, это не будет применено к моим слушателям, к нашим зрителям. Это будет применено, наверное, тем, кто, может быть, сомневался в том, что ты это сможешь сделать. Марина Гашка, вот послушайте меня, я к этому вопросу не зря к нему, да, обращаюсь, потому что мы все расцениваем, что вести себя как звезда – это негатив.
Это не негатив. Почему? Это, например, входить не через Столовую. этот вход, понимаешь? Тебе надо через как-то черной с охраной Да, надо Да, войти. чтобы у тебя Можно был- без Зачем? И на охраны. территории никого нет. Зачем? Нет, ну звезда. во время мероприятия, что вот значит себя вести как звезда? И какие критерии вот этому соответствуют? Ну, вести себя, то есть в обществе похабно, это не вести себя как звезда, да? Мы как бы определимся. Я, наверное, вот я понял, к чему ты, что Как ты себя хочешь. подавать, нести? Смотри, я тебе хочу сказать, Арсен Бей, у нас такой менталитет, мы крымские татары. И в нас, да, так получилось, к сожалению, что наш народ проходил через очень много там такого тяжелого, плохого и все такое. Поэтому в менталитете крымских татар, я так думаю, не заложено артисту быть звездой. Почему? Потому что нас в детстве, с детства мы мы обязаны это делать, знать. И при этом мы говорим о том, что мы на Бах, ой, лебер гузель тюрко, то есть мы слушаем нашу музыку. И, например, это я про себя говорю. То есть в меня заложили так, что я пою музыку, но я не хочу себя показывать при всех, что я звезда. Есть отличие между просто человеком и человеком, который на сцене? Он должен отличаться от человека, который не на Да, сцене? должен Конечно. отличаться, Чем? конечно. Но когда ты выходишь на сцену, у тебя есть определенное амплуа, которое, может быть, не ты создал, а Вот. думают То есть это зрители, да? уже ответственность какая-то. Ответственность. Мы не можем себя в обществе вести как просто люди. Это постоянно немножко собрано. Почему? Да? Ты можешь потом снять свое амплуа. То есть и образ да, какой-то образ, должен быть. потом уходишь за кулисы, и ты уже Обычный просто Тариана. человек. Хорошо, Давай поговорим о том, что ближе всего нам. Свадьбы Вот, какие там дешевят кулисы? артиста. Вот в плане, он, ну, получается, он выступает среди людей. 300 человек. Да, так. Они к нему Почему близко. так ты пренебрежительно говоришь об этом каждый раз? Ну, про это свадьбу? легкодоступность, вот именно Слушайте, вот это вот. Дженнифер Подождите, Лопес какая приехала легкодоступность? выступить на А свадьбе. сколько ей заплатили? Так. Вот. Почему мы должны Почему ты говорить так о том, что она думаешь? продешевила, выступив на свадьбе? Не, ну еще тут Скандал. имеется Да. в виду, у кого ты на свадьбе выступаешь. Да. Я одно время снимал видео подкасты, скажем так, да, и первое интервью, кого я взял, было Риана Таркова и Осман Джемчи. Это очень открытые люди, вообще не звездные. Вот в том плане, как вы хотите Мы хотим, чтобы подвести. стали Мы не можем звездами. тебе объяснить, потому что мы не ведем себя так. Как мы тебе это объясним? Ну, Дай 5. подожди, а это плюс или минус? Это да. Вы должны себя Но вести как как- звезды, вы звезды. Хорошо. Воспринимай как минус. но Не, мы в нашем воспринимаем народе, как наверное, плюс. пусть будут проще. Я хатых не хочу. Сейчас уберу. Принесите что-нибудь еще. Вот, видишь, звезды, вот, нормально. Ну, Вот, это она- хорошо. И я согласен, это Дайте Таркова, это не- дайте ей человеку что-нибудь сказать. другое. Принесите Нет. Тарковой что-нибудь А другое. тебе это Вот. нравится? Подождите. Мне нравится, ты звезда. Ты у нас Ильдар в Бей эфире как говорит звезда. что-то. Вот, дайте- может быть, мы боимся? Я вам Мне устрою кажется, у звездный нашего приход. народа есть одна черта – неловкость, как будто бы с чека немос, понимаешь? Вот нам становится неудобно, Я же тебе да? говорю про наш Так вы менталитет. хотите то, что звезд, типа, в нашем получать? менталитете. Вы хотите звезд в зал? Да. Что вот пришла звезда, Селиме не хочет. Вы хотите, чтобы пришла звезда и не общалась Саул, с вами? у нас так левая посмотрела часть на зала. вас? И мне Саул хотелось у бы, нас. да. Да? Нет, это не про это. А про что? Некая недоступность какая-то. Все, я с вами больше не здороваюсь никогда. Нет, Риана, ты Я сейчас поня- неправильно поняла. Ну хорошо, просто Не в поведение само. Это будет нормально для Гузель, которую привыкли видеть, ну вот в таком образе. Вот потому что она вот такая. Если Риана Ханом завтра или вот сейчас она встанет и скажет: Я сейчас хочу придумать Нет, вы себе сразу что-нибудь, хотите что-то действие это, какое-то. колобродить, что-то. да, это круто, это классно, но если это гармонично, если Марлен Бей сейчас только потому, что вот, допустим, это интересно какому-то из зрителей, ну не какому-то, а вот в принципе какой-то аудитории быть
таким недосягаемым, это круто. И он решит вот в моменте раз, вот Риана Ханум скажет, для меня не гоже идти преподавать в школе. Так ее любят за то, что она вот такая. Может быть, это зависит от того, где мы. То есть, если ты поедешь в какую-нибудь деревню, где там, я Вот не когда знаю, Севилья очень на редко... Койдешлер Корышева приезжает, она звезда, Да. вы понимаете? Вот а она здесь там мы приехала. все медийные, мы все часто встречаемся, друг друга знаем. Может быть, поэтому у нас Значит, такое надо отношение. меньше показываться. Понимаешь? Всё, народу. Меньше показываться. Так получается. Или манера поведения все-таки? И плюс еще манера Домашнее поведения. задание вам подумать. Может быть, образ еще создать какой-то. Образ такой яркий. Вот. Например, с оранжевым чемоданчиком всегда ходить. Ну, к примеру. Ассаляму алейкум, у меня есть такой вопрос. Как вы относитесь к коллаборациям? Готовы ли вы с кем-то записать какие-то, ну, или сделать какую-то коллаборацию? Но даже если вы готовы, если это повлечет за собой какую-то смену имиджа или смену вашей стилистики, готовы ли вы к таким переменам? Да. Experiments. Конечно. Я последние 10 лет и занимаюсь экспериментальной музыкой, скажем, жанрами. Иште мына экспериментлер хакында айтыңыз да, шымды соңки заманда пек мод олған бір йөнеліш қарышық тілі түркілер. Мына бұңа насыл бақасыңыз? Мен білем, сіздің қарышық тілерде шыққан түркілеріңіз бар, яғни эм қырым татарша, эм инглизше, русша қарыша. Сізге көре бөлек бұл түркілер біздің музыкамызға инкишаф етмеге ярдым ете ме, жоқса там терсіне оны боза? А у меня встречный вопрос. Ты как считаешь? Потому что это вопрос из народа. А я скажу. Хорошо, я скажу. Потом ты скажешь. Хорошо? Нет, не мешает. Почему же? Например, я неплохо знаю английский язык. Я учитель английского языка. Это классный язык, музыкальный. Почему бы его не замиксовать вместе с крымско-татарским? Неплохо. Надо говорить как звезда. Ну, как? Я хорошо Ты знаешь отлично Я отлично знаю английский. Вот И считаю, что я могу позволить себе Если можешь, использовать да, говори английский смело. в песнях. И испанский тоже использую. Учти это, мальчик. Хотели звезду? Я прямо такого это перевлюбился это просто. крутая идея, я считаю. Но мен көремін жақсы? дүния бойынша, шымды яшлар, эм этно, эм мына қарышық тілі түркілерін шығарып башлайлар. Ве базыда пек güzel бір нәтижелерге келелер. Бұны айта жақ олам. Яғни, бұл yönelişte de çalışmak керек. Yani мен қаршы дегілім. Менің де бақышым бойлы. Яғни бұл тарафтан сізден разым. Сау. Я сіз не түшінесіз, Марлен аға? Біріншіден мен істеймін сана сау айтмаға өлі бір татылы біздің тілімізде лафтесін. Машалла, алғышылар. Тербие сенден тербие керек алмаға. Чүнки мына шымды бір комментарияларда оқайсың. Мына не үшін біз тек рус тілінде лаф етеміз. Жоқ, біз істейміз лаф етмеге біздің тілімізде. Біз тырышамыз лаф етмеге. Амма бір кімсе білмей насыл проблемалар олалар. Чүнки біздің терминологиядан, мына насыл айтайын, бүгін бір кімсе суал берді, серое вещество насыл олacak. Бір кімсе... Құсырларымыз жоқ шынды. Мына. И поэтому перейду плавно на русский язык. По поводу вашего вопроса. Еще никто здесь не начал, никто не как бы задал вот этот момент, что в нашем языке, то есть в песнях мы бы хотели бы использовать то есть там какой-то другой язык. И когда я написал сразу же вот Селиме Ханум, я говорю, Селиме Ханум, пожалуйста, Джанам, напиши вот так-то, так-то, использовать надо вот эти вот термины, вот так, вот так, вот так. Какой-то смысл, все. И когда был вариант текста, я показываю своим, опять-таки, критикам, и говорю, я говорю, слушайте, говорю, посмотрите, говорю, как вам такая идея, говорю, сочетать крымско-татарский язык, то есть наш родной язык, с французским или с английским. Почитали. Ну, и знаете, вот как я и ожидал это услышать, что наш народ этого не поймет. Пока. А я как бы говорю, вот, один такой момент.
Но если это сегодня мы не начнем этого делать, тогда наш народ многое и не будет понимать. Правильно? Ну, вы меня поддержали, Селимеха, ну, в этом плане, что это будет одна из топовых фишек того, то, что если мы хотя бы как-то будем молодежь ориентировать. То есть, ты за? Да, я за, конечно. Кто-то против? Мне интересно просто. Я. Да, вот кто-то Я против, всегда что вот в нашем тебе не языке, в нравится. наших песнях Я будет... против внедрения... Другого языка. Ну, мы уже это обговаривали, что правда? англоязычных А ты, Севиля? слов. Я за. Тоже. Я за. Опять же. И мы в прошлый есть раз- кто-то Опять против? я Мне токсичный, и интересно. меня все не любят. А Марлена любит. Против нет никого. Ты один тут такой. Sağ король. olunuz saygılı dostlar. Pek memnun olduk. Evet, pek Marlen Bey. kullandırdınız. Марлен Сеттаров, saygılı dostlar, Riana Tarkova. Sağ olunuz geldiğiniz için sizge yanı yıllar. Sağ olun. Sağ olun. Yanı proyektler ve meraklı Çok sağ görüşürler. olunuz. Geldiğiniz için sağ olunuz. Sağ olun. Bunun ile Katıq programmasını yekünleyimiz ve Fidan salonuna da büyükten büyük teşekkürler bildiremiz. Sağ olun. Görüşkence.